Ему было 30, молодой мужчина в самом расцвете сил. В правоохранительных органах он успел проработать только год. В ту злополучную ночь Ислам Магомадов вместе с другими бойцами был на крыше нового здания телерадиокомпании «Грозный», откуда вел стрельбу по террористам. Но этот бой за благополучие на родной земле для него оказался последним. После тяжелого ранения Ислама отвезли в больницу, но спасти его не удалось. К своей работе сержант полиции относился со всей ответственностью. Усиленно тренировался, чтобы не терять навыки бойца. Дома был хозяйственным, рассказывают родные. К Исламу можно было обратиться в любое время. Мастер на все руки не отказывал в помощи. Младший из братьев, самый чуткий и внимательный, для единственной сестры он был другом и наставником. Еще одним качеством Ислама было почитание родителей. Всегда прислушивался к мнению матери. На работе строгий и мужественный боец ОМОНа, дома становился мягким и улыбчивым. Выразить слова соболезнования пришли друзья, сослуживцы, школьные учителя и другие односельчане. Его заслуги, как и заслуги всех тех, кто отдал свою жизнь на пути мира и во имя Всевышнего, не будут забыты. Своему надежному товарищу Исламу Магомадову один из друзей посвятил стих. В каждой строчке боль утраты и гордость за то, что в этой жизни были знакомы. Жимал ожелу шин даерзош, верзихо эхет тун берзош. Аллах не эх догтбеш обл, ворхо иманях догдузна ломл, сундел газотях хиляха калхар, яхар дош долуш, Аллаху акбар.